Уфа – столица Республики Башкортостан, крупнейший экономический, культурный и научный город. Основные отрасли промышленности города Уфы – машиностроение, химическая промышленность, нефтепереработка. Здесь сосредоточено около 200 компаний среднего и крупного промышленного значения. Научно-производственное предприятие «Бурентех» – одно из ключевых в Уфе. Компания выпускает инструменты для бурения и капитального ремонта скважин. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Вот это производство, оно из двух частей состоит. Вот здесь пресса, где происходит синтез алмазов. Мы делаем что? Вот резец, это инструмент для бурового долота. Мы берем монолитные алмазы и здесь уже синтезируем композит. Поле получается. В принципе, на этих станках можно сделать и синтезировать монолитный алмаз. Вот мы сегодня вам это покажем. Здесь вот у нас лаборатория, там закрытые зоны, там должно быть очень стабильная температура, влажность, поэтому мы туда не пойдем. Вот здесь как раз мы покажем процесс, как это происходит. Вот берется, значит, специальная необиевая, значит, чашечка, туда засыпается вот синтетический алмаз. Потом сейчас, конечно, все наскоро будут делать, так сказать. Специальная вот подложка твердосплавная, она как бы, алмаз потом будет крепиться на нее. Открывается и ставится специально пирофилитовые блоки. Вот что интересно, мы сейчас параллельно занимаемся импортозамещением. Соль уже оренбургская, а вот по пирофилиту обнаружили интересную вещь. Оказывается, самое уникальное, самое лучшее месторождение находится в Республике Башкортостан, в 5 километрах от Баймака. Единственное такое очень уникальное месторождение, называется Куль-Юрт-Тау. Там очень богато пирофилитом. Пирофилит – это очень ценнейший материал для различных отраслей промышленности. Селен там, лимоний, очень много. Уникальное месторождение. Так вот как бы собирается и ставится в пресс. Мы можем сейчас пройти, вот показать, как здесь происходит все. Вот здесь как раз вот происходит процесс спекания. Он длительный, порядка 30 минут идет. Плавный подъем, потом стабилизация и спад. И вот так вот мы синтезируем этот алмаз. Вот здесь вот сейчас они синтезированные получаются, не очень хорошего вида, потому что это необи. Да, может, конечно, расплавился. Вот мы можем показать, вот сейчас уже из пресса вытащили вот этот куб. Вот сейчас можем показать, как сейчас, подождите, он ударит, разобьет. И непосредственно чем? Это чашечка. То есть есть ручной труд. Это разбивает вот пресс-форму. И потом из нее вытачивается. Да, вот получилось, видите, вот внутри сейчас алмаз. Вот мы его потом обработаем, отшлифуем, там вот покажем на станках, и увидите уже готовый резец. А вот он получается. Вот черный это композитный алмаз, а блестящий это твердый сплав, вольфрам кобальт. Да, вот это вот режущая часть это будет алмаз, да? Вот этим бурят скважину. То есть, а вот этот вот песок, он из чего? Зеленый – это алмаз. Это прям крошечный, да? Да. Натуральный? Нет, синтетический, он спекается на этих же прессах. То есть здесь после термической обработки он приобретает свойства, да, алмаза? Да, тоже так же прессуется, но немножко технология отличается. Но мы пока освоили производство поликомпозита, сырье мы пока берем, есть поставщики и в России, есть и за рубежом. В принципе, при желании мы можем и здесь сделать. Да, интересно. Вот здесь вот как раз вот она поступает, эта продукция. Вот она, да? Потом они вот начинают шлифовать. Шлифовать по диаметру, шлифовать плоское шлифование идет, да? И уже получается, потом фаски снимать, вот можно
так смотреть, снимать, получается вот такие резцы. Самый популярный размер в бурении это 13-13, 13-10, 13. Ну вот это мы все делаем. И сегодня это уже готовые изделия? Это уже готовые изделия, да. Вот их отличие в чем, для чего? Здесь вот длина вот этой твердосплавной подложки разная, да? Это зависит от конструкции долота. Например, если надо оголить резец больше, чтобы он хорошо прикрепился к корпусу, площадь нужна больше, да, поэтому вот эту подложку режущая поверхность, вот она, вот эта черная, да. И вот она, вот их несколько, да, видимо? Вот долото, первое долото, которое исключительно сделано уже из наших резцов. Оно пробурило 1268 метров, да. Но сейчас уже у нас, ну как бы мы бурим, уже этими резцами уже до 4000 метров дошли. То есть мы на уровне американских лучших качественных долот, мы, в общем-то, не отстаем. Это уже долото, алмазы, произведенные в Республике Башкортостан. А вот, например, если бы это были не алмазные, то есть просто это быстро, ветром бы сдуло, да? как корова слезного. Да, да, это очень. А так, они по твердому грунту могут проходить, да? Вот это для Западной Сибири долото сделано, да. То есть мы пока научились делать резцы среднего класса, низшего класса, но хай-тек, наверное, к концу года так сделаем. То есть это хай-тек, это для Якутии, для Башкортостана, там, где твердая порода, Оренбург. Вот вы говорили насчет алмазов. Вот здесь алмазы, которые сделаны на этом же прессе, уже вот те зеленые, помните, вы спрашивали? Да, да, да. Вот это вот тоже так же прессуется, делается, потом вот, дробится, вымывается и получается такой зеленый порошок. Вы вот можете посмотреть здесь, вот. Вот эти вкрапленные, это маленькие алмазы. В принципе, при желании можно вырастить и большие алмазы, там, до 80 карат, да? Но это требует, допустим, недели-две пресс должен стоять вот в сжатом состоянии. Тогда алмаз растет по размерам. Вот полчаса держали, они маленькие, да, там где-то 50 карат. А если неделю держать, он будет уже где-то 1 миллиметр размером. Вот это долото хватает на бурение одной скважины до глубины, вот, да? 1260 метров хватает. Да. А потом что происходит? Это на долото... этом долоте 2 скважины пробурили. Да. Потом это долото в утиль, да? Или нет, как? мы реставрируем. Сначала резцы мы переворачиваем. Так, на которой не изношена, работаем. Потом, уже если так, меняем резцы. До 5 раз бывает ситуация, если хорошо отрабатываем, долото. Это наплавление идет, да? Это твердый сплав, наплавление идет у нас там вот на основном производстве. Заслуга Бурентеха в том, что вот эти долоты в России не делались вообще. Мы начали первыми из стального корпуса, научились вот защищать твердым сплавом снутри. И на сегодня 90% почти. В России 85%, в мире 90% скважин борются этими долотами. То есть вашими? Не нашими, американцы тоже делают, это делают. А в России нашими. В России нашими где-то 50-60%. Тяжелые. Да. У них и большие, да, разного размера. 400 с лишним миллиметров диаметр скважин. Вот как бы вот коротко. А это, я так понимаю, это вы старые отремонтировали? Или да. Здесь был завод «Энергобетон». А раньше вы где брали алмазы? Мы брали в Америке, в Китае, все в Европе, а теперь будем это. А на продажу не делаете или? Сейчас будем делать сначала. Себя когда обеспечите, да? Можем сейчас показать производство другое и уже поехать на другую производственную площадку. Мы выпускаем химию, буровые растворы. Здесь было у нас крахмальное производство. Вот один из цехов, вообще у нас в Бурентехе свыше 50 станков с часовым программным управлением. Вот здесь делается длинномерное изделие. Это вот специальный ключ. Здесь как бы собирается, разбирается забойные двигатели для бурения, термоотводные снаряды, ясы. Вот такие длинномерные изделия. Вот это 4-осевые станки. Здесь мы делаем вот из немагнита, из титана корпуса телеметрических систем.
Это инструмент, который в процессе бурения отбивает пласты, плотность пластов и так далее. Мы как бы в процессе бурения знаем, что мы бурим, что делаем. Молодежи много у вас работает. Да, у нас средний возраст где-то 37 лет компания. Вот это растачивает, да, получается? Да, вот это вот растачивают разные. То есть мы имеем сертификат качества и IPI американских стандартов, и ISO, ГОСТ. То есть качество мы на уровне лучших стандартов стараемся держать. Молодые, хорошие ребята. Они что, вот Мы даже их в армию провожаем и забираем обратно. Даем им подъемные, чтобы они вернулись. Вот станок. Здесь делаются внутренние шлифы, вот такие шлицы. Не только такие прямольные, но и винтовые. Мы выпускаем удивительные конструкции ясы. Это ударный механизм. При авариях в скважине они как бы бьют, чтобы вытащить инструмент. Мы вот придумали инструмент, который бьет не удар вверх-вниз, а на кручение. Это получается намного сильнее. И вот для этого специальный станок, он делает винтовой паз. Вот тема территории нашего предприятия. Вот мы были на второй площадке здесь. То есть там корпусов поменьше, где-то порядка 16 тысяч квадратных метров. А вот это вот территория здесь, где мы находимся. Мы вот зашли, да? Да, мы сюда пришли. А это вот наша продукция, вся долота различного типа, кернотборные снаряды, расширители, в общем, вот ясы крутильные, как раз видите, вот шлифцевые. Масса инструментов для бурения и ремонта скважин. Здесь станки, вот клапы, вот сейчас мы вам покажем, как бы делается. Вот сейчас продукция очень востребованная, долота, вот именно как на шельф, на вот такое бурение, они востребованы. Мы делаем до 660 миллиметров в диаметре. Это вот такие, получается, стволы? Да. Ну, на начальном этапе. Начиная с большого диаметра, все громко, там будет. Вот здесь вот находится уникальный комплекс химико-температурной обработки. В России больше нет такого. Он в автоматическом режиме производит закалку материалов, отпуск, цементаж. Металл закаленный, да? Вот Да. И здесь нет человеческого фактора и производительность выше. То есть если в режиме ручного управления там 15 часов уходит, а здесь 7 часов, скажем так. Вот эта продукция готовая. Вот она стальная, вот этот корпус стальной, и здесь наплавка идет твердого сплава к нему. А она, когда вот вращается, это сама крутится, нет? Конечно. То есть каждая отдельно крутится? Да. Как к ним приводы, что ли, есть? Вот к нему оттуда идет привод, он его крутит, и эти тоже крутятся. А эти крутят под приводом или сами по себе? Сами по себе. Привод крутит вот само это. Да. А эти сами по себе вращаются? Да. Ну, то есть на привод на каждую не идет? Нет. Как? Вот здесь комплекс инструментов, вот как раз не все показано, но вот это из старой скважины бурятся новые боковые стволы. Вот этими инструментами, вот малого диаметра долота, фрезер, расширитель. Да, вот он когда в старый ствол зашел, он немножко колонну прорабатывает и дальше идет, формирует ствол скважины. А вот это что, вот это? Это вот твердый сплав. Вот это понятно, а вот это? Тоже твердый сплав. Из чего он? Вольфрам, кобальт. Вы его сплавляете или как? Вольфрам, кобальт мы покупаем. Нет, я сплавляете туда? Наплавляем, да, Наплавляем. наплавляем. У нас вот в третьем цеху как раз идет наплавка этого. Вот это весь комплекс инструментов. Вот эта вот труба, она вот такая согнутая. Когда спускаем скважину, мы подаем давление, за счет давления воды она выгибается и встает, стопорится на скважине. И уже вот на это упираемся и уходим от скважины в бок, протыкаем
обсадную колонну и начинаем боковой ствол бурить. Как бы. Вот такая технология. Здесь вот стоят станки токарно-фрезерная ЧПУ. Там как раз делаются шарошки и так далее. Вот. Ну, мы стараемся автоматизироваться, повышать производительность труда. Вот у нас здесь есть специальный матрикс-бокс для выдачи инструментов токарям, фрезеровщикам. То есть особенно удобно во вторую, в третью смену. Продавщиков не надо держать. Он приходит своей карточкой раз, и инструмент получил. Вот ребята могут даже показать. Да. У каждого рабочего есть штрих-код индивидуальный свой, по которому он может войти в свой личный кабинет. Дальше выбрать выдачу, выбрать станок, на котором он будет работать. И дальше уже из предоставленного списка инструментов выбирает ему необходимый. Да. Фрезерам доступно фрезерный инструмент, токарям токарный. Забито уже необходимое количество. Открывается только необходимая ячейка, где инструмент. Две пластины, потому что на фрезу требуется две пластины. Да. Резцы, да, вот это вот? Да. А резцы вы сами, получается, они монтируют? Да, винтики специальные, мы раскладываем их сюда. И после работы можно вернуть на место, уже использованное. Положительное в том, что это сразу же идет в бухгалтерию, в компьютер, 1С, уже фиксируется, что вот такой это резец пошел в эксплуатацию, и потом он списывается и так далее. То есть, как бы, уже понятно, на какой станок пошел это. То есть не надо ни журнал вести, ничего не надо вести. Вот здесь вот японские станки, 4 станка пятикоординатных, которые как раз делают вот эти лапы для шарошечных долот, сами головки. Вот разного. Здесь малого диаметра, здесь токарные станки. Вот здесь вот специальный стенд, мы на герметичность проверяем, давление качаем, потому что вот здесь внутри это подшипник и находится смазывающая жидкость, масло. Вот отсюда мы его закачиваем. И вот специально на этом стенде масло закачивается, потом герметизируется, ну, чтобы как подшипник он дольше работал. Там стоит аппарат, на нем мы набиваем номер серийный и так далее, чтобы никто не смог подделать наш инструмент. Здесь вот пресса, здесь прессуется, можно показать, вот шарошки. Ну, можем подойти, в принципе. Вот зуб долота прессуется вот в это отверстие. Да. Вот он берет сюда, ставит зуб, можете посмотреть. Все просто. Как бы так. Здесь вот специальная лупа. Здесь мы проверяем размеры. Допустим, 20 раз увеличивается деталь, и он там смотрит размер. Точно, не точно, совпадает, не совпадает. Если в ролике, то форма ролика. Как бы 20-кратное увеличение. Да, это такое металлоемкое производство у вас. Очень металлоемкое. У нас в год мы тратим 1500 тонн металла. Вот коротко, как бы так. Сейчас я предлагаю заехать в соседний цех, посмотреть. У нас ведется контроль качества на всех этапах, потому что мы сертифицированы везде. И у нас целая лаборатория огромная, где разрушающие и неразрушающие методы контроля, стоят оборудование и так далее. Мы единственные в Приволжском округе, по-моему, еще в НЗМ, сертифицированная на лаборатория. Но у нас еще есть и передвижные приборы, чтобы в процессе изготовления деталей мы проверяем. Проверяем резьбу, проверяем, значит, нет ли трещины, еще что-то. И вот ходим, ребята ходят, проверяют. Вот здесь есть интересный прибор, например, спектрометр. Он в течение 30 секунд может определить состав металла.
То есть вот ставится, вот, Костя, можешь показать. Ну вот у него, вот у тебя что? Да, у меня есть вот российские 25 рублей, которые буквально за 30 секунд мы сейчас получим полный химический анализ, из чего они состоят. То есть замечательно, 100% золото. Ну как всегда говорили, что царская золотая монета самая хорошая по золоту содержанию, однако ее проверяя. Сейчас, секунду. Мы видим, что все-таки 90 только. Дурят, да? Да, немножко было в царское время не такой частоты. Вот это нужно, чтобы оперативно работать, оперативно проявлять. Да. Титана 99%, 83. Титановый браслет абсолютно. Вот здесь цех тоже длинномерных изделий. Мы делаем здесь фрезерный инструмент как раз вот для зарезки боковых стволов. Вот здесь вот второй станок тоже специальный сбор фидером. Вот этот станок, чем интересен, сюда кладется заготовка, вот сейчас ее нет. А она без инженера сама подает туда заготовки и работает, и может всю ночь работать без остановки, без ничего, без людей. Здесь есть разные универсальные станки, но в основном, конечно, ЧПУ. Вот здесь как раз матричное производство. Вот это вот немецкий станок, он обрабатывает графит. У него специальный вот пылесос стоит. Он делает зеркально форму долота. Видите, вот с резцами, со всеми делами, из графита. Вот мы это делаем, собираем все это дело. Там дальше покажу вам. И там плавите, да, или? Там спекаем, да, потом. Как хлеб. Вот как раз два станка. Вот как раз здесь показан стенд. Вот здесь они сборку делают. Это что такое? Это вот печь, где спекается. Вот сейчас как раз идет процесс. Они вытаскивают деталь спеченную и новую ставят туда. Вот она убирается, она идет на охлаждение. Сейчас пойдет туда, снизу вода подается, колпак закрывается, и он будет охлаждаться. А новые туда уйдет. Вот здесь вот как раз робот. Вот он стоит, обслуживает два станка. Резец, наверное, ставит, да? Он сейчас новую заготовку ставит. Мы здесь делаем детали для телеметрической системы. В основном, конечно, материал титан. Титан, нержавейка. Ну, бывает и стальные детали делаем. Но если говорить по оснащению, у нас, наверное, самая крупная компания в республике, где столько станков ЧПУ. Да, я гляжу. После УМПО. Вот я хотел сказать, на УМПО я видел, такие же роботы примерно работают. Ух ты, вот он. Что он делает, этот робот? Он заменил деталь, туда поставил заготовку, а готовую деталь поставил на стол. А здесь уже забирает ее. Он вам в ответ помахать не может пока, Ради Фаритович, но помахал бы. Понравилось предприятие? Это вот заблуждение, говорят. Фильмы же показывают про искусственный интеллект. До свидания. Вот, пожалуйста, через какое-то время он и махать будет, еще и шутить будет. Ну, солидное предприятие. Очень, да, очень большое. Да, впечатляет. Предприятие довольно молодое. В 99 году вот создали его энтузиасты, по сути, бывший преподаватель нефтяного университета Геннадий Гарифулович. Он в некотором смысле получается гений этого производства.
Предприятие само по себе настолько металлоемкое. Вы посмотрите, сколько здесь энергии. Они по году там более 1000 тонн металла просто потребляют. И, соответственно, они создают изделия, которые выдерживают тяжелейшие нагрузки. Ну, да вот, представляете, что бурят там и каменистые грунты и так далее. Ну, очень впечатляет. И самое главное, конечно, впечатляет то, что две вещи, что они довольно комфортно себя чувствуют в экономической конкуренции. Она очень жесткая, потому что она имеет характер международный, да? Они востребованные. Да. И в то же время они, собственно, и вытеснили многое то, что нам импортно привозилось. Ну и плюс вот отношение к предприятию, и зарплата средняя неплохая, и молодежи много, и социальное, и питание бесплатное, и бесплатная доставка до дома. Ну, то есть вот во всех смыслах предприятие очень интересно. Мы обратили внимание, что вы очень детально слушали все, что вам рассказывают. Интересно, как человеку было? Интересно же. Спасибо.